Прошу всех встать. Провозглашается решение Конституционной палаты. Именем Кыргызской Республики решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики по делу о проверке конституционности частей 3.4 статьи 487, частей 2.3 статьи 488, части 1 статьи 489, частей 3.4 статьи 491, части 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 12 июня 2019 года. Конституционная палата в составе председательствующего судей Мамырова, судей Абдиева, Айдарбекова, Бабукеева, Касмалиева, Киргизбаева, Нармбекова, Скумбаева, Осмонова, Салаева, пресс-секретаря Джоловпаева, с участием обращаясь стороны Карабаева, сторона ответчика Бердимуратова, Молдубаева, представителя Джоркинеша по доверенности, иных лиц Букамбаева, представителя аппарата президента по доверенности, Искакова, представителя Верховного суда по доверенности, Айтбаева, представителя Генеральной прокуратуры по доверенности, Курманбаева, представителя Министерства юстиции по доверенности, руководствуясь частями 1 и 6 статьи 97 Конституции, статьями 4, 18, 19, 37 и 42 Конституционного закона Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело проверки конституционности частей 3-4 статьи 487, частей 2-3 статьи 488, часть 1 статьи 489, частей 3-4 статьи 491, части 5 статьи 492 УПК Кыргызской Республики. Поводом к рассмотрению данного дела явилось ходатайство Карабаева. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Кыргызской Республики указанная норма Уголовно-процессуального кодекса. Заслушав информацию судьи-докладчика Киргизбаева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, и исследовав представленный материал, Конституционная палата установила: в Конституционную палату Верховного суда 21 января 2019 года поступило ходатайство Карабаева о проверке соответствия указанных статей Уголовно-процессуального кодекса, части 2 статьи 16, части 3 статьи 31, частям 1 и 2 статьи 40 Конституции. Как следует из ходатайства, заявитель полагает, что отдельное положение нового УПК противоречит принципам и задачам уголовного судопроизводства и нарушает гарантированные Конституцией права потерпевших и несовершеннолетних. Как отмечает субъект обращения, введенный в действие с 1 января 2019 года УПК, предусматривает ряд нововведений, одним из которых является правовой институт процессуальных соглашений, включающий в себя такие институты, как процессуальное соглашение о признании вины и процессуальное соглашение о сотрудничестве. Процессуальное соглашение о признании вины может быть заключено по преступлениям, относящимся к категории тяжких и менее тяжких преступлений. В рамках данного соглашения подозреваемый либо обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении соглашения о признании вины при условии согласия на возмещение ущерба потерпевшему. К лицу, заключившему процессуальное соглашение о признании вины, суд может назначить наказание либо не связанное с лишением свободы, либо в пределах минимального размера наказания, предусмотрено санкцией конкретной статьи Уголовного кодекса. В случае отсутствия санкций статьи наказаний, не связанных с лишением свободы, наказание в виде лишения свободы назначается на одну категорию ниже, чем предусмотрена санкция конкретной статьи. При этом при заключении лицом соглашения о признании вины не применяется пробационный надзор. Карабаев считает, что при применении соглашения о признании вины полностью игнорируется вопрос согласия или несогласия потерпевшего на заключение такого соглашения, что в свою очередь поднимает проблематику баланса государственных частных интересов, так как потерпевший может быть не согласен с тем, что преступник избегает должной меры наказания лишь вследствие публичного интереса процессуальной экономии. С учетом этого актуальными становятся вопросы справедливости, принимая во внимание аспект соотносимости таких действий с нравственностью и моралью. По мнению Карабаева, в нормах УПК государственный интерес прямо превалирует над частными интересами потерпевших. Государство осознанно позволяет преступникам идти на признание вины и получать наказание, не связанное с лишением свободы, даже в ситуации, когда потерпевшие не выражают на это свое согласие и даже выступают против такого подхода. Таким образом, виновное лицо вследствие признания вины может легко избежать наказания, связанного с лишением свободы, или значительно его облегчить. Субъект обращения отмечает, что в Кыргызской Республике полностью игнорируется мнение потерпевшего, поскольку публичные интересы и соображения значительно выше субъективного мнения частного лица потерпевшего. Кроме того, Карабаев отмечает, что указанные им выше аспекты вызывают вопросы касательно оправданности и законности исключения потерпевшего из процесса по принятию ключевых решений при заключении соглашения о признании вины.
В этом наличествует возможность искажения сути системы правосудия, которая частично зиждется на нравственных, моральных ценностях восстановления справедливости, что может касаться и удовлетворения интересов потерпевшего, не выраженных в показателях материального ущерба и вреда. Субъект обращения отмечает, что в части 4 статьи 487 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, регламентирующий вопросы заключения процессуального соглашения о сотрудничестве, несовершеннолетний не указан как субъект, с которым такое соглашение может быть заключено. В этой связи Карабаев считает, что несовершеннолетний имеет право заключать такое соглашение через адвоката или законного представителя. Приведенные доводы, по мнению субъекта обращения, подтверждают нарушение оспариваемыми нормами гарантированных Конституцией прав каждого на запрет дискриминации, на судебную защиту, на выражение своего мнения. С учетом изложенного заявитель просит признать оспариваемые нормы противоречащими Конституции. Определением коллегии судей Конституционной палаты от 28 февраля 2019 года ходатайство Карабаева было принято к производству. 31 мая 2019 года заявитель внес дополнение к своему ходатайству, в котором он привел дополнительные аргументы, касающиеся нарушения оспариваемыми нормами прав несовершеннолетних. В частности, им было еще раз акцентировано внимание на том, что пункт 1 части 3 статьи 487 и пункт 4 статьи 491 УПК не предоставляют возможности заключения процессуального соглашения с несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, что является нарушением требований части 2 статьи 16 Конституции, гарантирующей запрет дискриминации вне зависимости от каких-либо обстоятельств. В судебном заседании обращающая сторона поддержала свои требования и просит их удовлетворить. Представитель Джордж Кинеша Молдобаев не согласился с доводами обращающей стороны и считает, что оспариваемая норма Уголовно-процессуального кодекса не противоречит Конституции по следующим основаниям. Заключение соглашения о признании вины не является основанием для освобождения подозреваемого, обвиняемого от возмещения ущерба потерпевшему в силу части 5 статьи 487 УПК, в связи с чем права потерпевших в оспариваемых нормах не нарушаются. Законодатель предусмотрел, что даже в случае заключения соглашения о признании вины потерпевшему должен быть возмещен ущерб, причиненный преступлением. Потерпевший не лишается права на получение возмещения. Соглашение о признании вины не освобождает подозреваемого, обвиняемого от наказания в целом, а лишь предусматривает более мягкое наказание. Принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление сохраняется. Требования оспариваемых норм о невозможности заключения соглашения о признании вины и о сотрудничестве с несовершеннолетним не нарушают их права, поскольку согласно главе 54 УПК в отношении несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого предусматривается особый порядок уголовного судопроизводства. Кроме того, права несовершеннолетних защищены нормами Уголовного кодекса, которые предусматривают для них более мягкие меры наказания. Требования оспариваемых норм в части невозможности заключения соглашения с лицами, совершившими деяния в состоянии невменяемости или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством, не может быть признано противоречием Конституции, так как эти лица в силу своего психического состояния не могут отдавать отчет своим действиям и осознавать последствия своего признания. Условия ограничений, установленные для процессуального соглашения о признании вины, не нарушают конституционной гарантии на судебную защиту и не могут расцениваться как дискриминация по признаку возраста, поскольку потерпевший вправе выступать в судебных прениях, поддерживать обвинения, получать от подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением. Однако потерпевший не может участвовать в определении наказания для обвиняемого, это исключительно прерогатива суда. Прокурор может только просить суд о назначении какого-либо наказания для обвиняемого. Соответственно, отпадает необходимость участия потерпевшего при заключении соглашения о признании вины. В оспариваемых нормах по процессуальному соглашению о признании вины не усматривается нарушение прав потерпевшего, так как он вправе участвовать в судебном заседании и обжаловать судебный акт. Кроме того, частью 6 статьи 491 УПК установлено, что приговор постановляется в соответствии с требованиями главы 43, то есть в общем порядке с учетом интересов прав потерпевшего. Институт процессуального соглашения, предусмотренный новой редакцией УПК, является частью проводимой судебно-правовой реформы. В понимании сущности действующих принципов уголовного процесса, их соразмерность целям и задачам отрасли правоотношений, а также введение упрощенных процедур судопроизводства. Эти процедуры являются отражением признака дифференциации уголовного судопроизводства и нуждаются в обеспечении принципиально значимых установок. В этих условиях соглашение о признании вины в контексте согласительного производства оценивается как один из способов ускорения восстановления вреда, нанесенного потерпевшему в результате уголовного преступления или проступка. Соглашение о сотрудничестве своим назначением имеет способствование раскрытию и расследованию особо опасных преступлений. Институт процессуального соглашения соотносится с такими задачами уголовного судопроизводства, как защита личности, общества и государства от преступлений, защита личности от незаконного, необоснованного обвинения,
осуждение, ограничению прав и свобод, быстрое и полное расследование преступлений и проступков, справедливое судебное разбирательство и правильное применение уголовного закона, обеспечение возмещения материального ущерба и морального вреда. С учетом изложенного, представитель стороны ответчика просит отказать в удовлетворении требований, обращаясь стороны. Другой представитель стороны ответчика Бердумуратов поддержал доводы Малдыбаева. Представитель аппарата президента Букамбаев высказал следующее мнение. Соглашение о признании вины в уголовном процессе является новеллой уголовно-процессуального законодательства. Предоставление прокурору возможности заключения соглашения с подозреваемым о признании вины указывает на переход к новой идеологии государства в сфере противодействия преступности с помощью договора, благодаря которому достигается определенный компромисс между государством и правонарушителем. Рекомендация номер Р-18 Комитета министров Совета Европы «Процессуальное соглашение в уголовном правосудии» трактуется как способы процессуальной экономии, упрощение и сокращение процедуры рассмотрения уголовных дел, уменьшение сроков пребывания лиц под стражей, сохранение средств, которые расходуются на рассмотрение уголовного дела, снижение нагрузки судей. В соответствии с частями 1, 3, 4 статьи 487 УПК, подозреваемый, обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении соглашений о признании вины по уголовным делам о менее тяжких преступлениях. Правовым последствием заключения такого соглашения о признании вины является рассмотрение уголовного дела в упрощенном порядке и смягчение наказания. В соответствии со статьей 80 УК, при заключении лицом соглашения о признании вины, суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы, в пределах минимального размера наказания, предусмотренной санкцией конкретной статьи. В случае отсутствия санкций статьи наказания, не связанной с лишением свободы, наказание в виде лишения свободы назначается на одну категорию ниже, чем предусмотрено санкцией конкретной статьи. Соглашение о признании вины заключается между подозреваемым, обвиняемым и прокурором, как стороной государственного обвинения. При этом сторона государственного обвинения обязана доказать виновность лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Указанным лицам предоставляется право заявить готовность и желание признаться в совершении преступления и начать отбывать наказание кратчайшим путем. При этом действительно для заключения соглашения о признании вины согласие потерпевшего не требуется. Данное обстоятельство сходит с положением статей 487-488 УПК, предусматривающий порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении соглашения о признании вины и не ограничивает право потерпевшего в уголовном процессе. Так, наказание всегда связано с ограничением прав и свобод совершившего преступление лица, причиняющим ему страдания различного характера. Однако причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства не является целью наказания, что определено частью 2 статьи 9 Уголовного кодекса. Напротив, реформируемое уголовное законодательство при установлении наказания максимально исходит из принципа гуманизма и достаточного для исправления и социализации. С этой же целью уголовный закон устанавливает различные процессуальные возможности для смягчения назначаемого наказания. Наказание является мерой государственного принуждения, установленного уголовным законом, назначаемым по приговору суда от имени государства, означающее официальную государственную оценку совершенного преступления, что указывает на исключительную прерогативу государства определять конкретный вид и размер уголовного наказания. Этот принцип заложен в статье 80 Уголовного кодекса о порядке назначения наказания в случае заключения соглашения о признании вины. Представитель аппарата президента также подчеркнул, что соглашение о признании вины заключается в случае, если подозреваемый обвиняемый не оспаривает подозрений, обвинений, имеющихся по делу доказательств совершения преступления, характер, размер причиненного вреда. Таким образом, право потерпевшего на возмещение вреда учитывается в полной мере. Обеспечение восстановления прав потерпевшего от преступления является обязанностью государства. При этом данное положение одновременно не должно предполагать наделение потерпевшего правом предопределять предел возлагаемого на лицо уголовной ответственности. Такое право в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству, а в ином случае возможность применения более мягкого наказания ставится в зависимости от позиции потерпевшего. Кроме того, в данном случае всегда имеется риск злоупотребления правом со стороны потерпевшего, предполагающего умышленное использование рассматриваемого правового средства, противоречащего социальным назначениям или с целью причинения вред личным интересам, создать объективное препятствие для реализации прав подозреваемого или обвиняемого. Помимо прочего, соглашение о признании вины необходимо рассматривать вкупе с другими нормами уголовно-процессуального закона, предусматривающими право прокурора в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о признании вины либо в отказе. При этом, учитывая условия заключения соглашения по согласию с размером и характером ущерба потерпевшему и право потерпевшего обжаловать судебное решение, в том числе и постановление об утверждении соглашения о признании вины, следует полагать, что позиция потерпевшего при заключении соглашения о признании вины все же будет приниматься во внимание прокурором.
С учетом вышеизложенного БКМБА считает, что части 3.4 статьи 487, части 2.3 статьи 488, часть 1 статьи 489, части 3.4 статьи 491 ПК не противоречат положениям Конституции. Относительно спарения части 5 статьи 492 УПК, она отмечает, что действительно процессуальное соглашение о сотрудничестве не может быть заключено с несовершеннолетними и лицами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством. Порядок производства по делам о преступлениях и преступках, совершенных несовершеннолетними, осуществляется в особом порядке уголовного судопроизводства. Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и соразмерность мер воздействия с особенностями личности правонарушителя и обстоятельствам правонарушения. Согласно уголовному законодательству, в отношении несовершеннолетних предусмотрены особенности меры уголовно-правового воздействия, включая принудительные меры воспитательного характера, более мягкие меры наказания. Предпосылкой для этого служит особая уязвимость и ограниченные возможности детей, процесс развития которых еще не завершился. Поэтому система правосудия в отношении несовершеннолетних концентрирует свое внимание не только на характере совершенного правонарушения, но и на причинах его совершения. Такое требование в отношении несовершеннолетних представляется обоснованным, поскольку упрощение процессуальной процедуры, которая не предполагает исследование и оценку доказательств судом, не позволит обеспечить применение дополнительных гарантий, предусмотренных законом для несовершеннолетних, и принять в отношении их справедливое решение. Несовершеннолетние в силу своего возраста, аспектов эмоциональной, духовной и интеллектуальной незрелости не в полной мере осознает характер и последствия заявленного ходатайства о сотрудничестве и не может давать полноценную оценку своим действиям и действиям защитника, родителя или опекуна. В данном случае закон исходит из необходимости предоставления дополнительных гарантий таким лицам для проведения полноценного судебного разбирательства. Кроме того, положение международного права в области правосудия по делам несовершеннолетних не допускает каких-либо ограничений прав несовершеннолетних на любой стадии уголовного процесса. В частности, Женевская декларация прав ребенка 1924 года, Декларация прав ребенка Генассамблеи ООН 1959 года, Конвенция о правах ребенка 1989 года и ее факультативный протокол 2000 года. Минимальные стандартные правила ООН для проявления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 года и другие акты международных организаций. Таким образом, Букамбаева считает, что часть 5 статьи 492 УПК не может рассматриваться как норма, дискриминирующая несовершеннолетних по отношению к совершеннолетним лицам, соответственно, не противоречит положениям Конституции. Представитель Верховного суда Искаков придерживается аналогичной позиции и приводит схожие аргументы, в связи с чем Искаков считает, что выводы заявителя о нарушении прав потерпевшего, несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого, оспариваемыми нормами являются необоснованными. Представитель Генеральной прокуратуры Айтбаев придерживается схожей позиции с представителем аппарата президента Верховного суда. Вместе с тем он отмечает о безусловной важности обеспечения конституционного права потерпевшего на судебную защиту, включающую обязанность государства своевременно наделить такое лицо надлежащим процессуальным статусом и всеми возможностями для отстаивания своих интересов с целью справедливого решения уголовного дела, возмещения причиненного вреда и наказания виновных. В этой связи, как полагает Айтбаев, не безосновательным может быть мнение о том, что именно позиция потерпевшего должна быть ключевой при заключении соглашения о признании вины, поскольку он претерпевает последствия преступления, тогда как в случае оставления разрешения данного вопроса на усмотрение государственных органов, приобретающих впоследствии характер торга, не всегда может быть обусловлен интересами потерпевшего. Кроме того, по его мнению, необходимо учитывать актуальность рисков ускорения уголовного судопроизводства, когда в прошлом был распространен такой фактор, приводивший к необоснованному затягиванию следствия судебного разбирательства по уголовным делам, как неявка потерпевшего. Учитывая вышеизложенное, Айтбаев считает, что части 3.4 статьи 487, части 2.3 статьи 488, часть 1 статьи 489, части 3.4 статьи 491 УПК не противоречит положениям части 2 статьи 16, части 3 статьи 31 и частям 1-2 статьи 40 Конституции. Относительно части 5 статьи 492 УПК, Айтбаев отмечает, что одним из спорных моментов ограничения прав несовершеннолетнего является психологическая сторона соглашения о сотрудничестве. Действительно, характерными возрастными особенностями несовершеннолетнего является незрелость мышления, отсутствие социального опыта, неустойчивость психики, повышенная внушаемость и другие. Ввиду указанного невозможно полное исключение риска злоупотребления в отношении несовершеннолетнего со стороны обвинения. Всегда остается опасность оговора несовершеннолетним соучастников преступления.
Однако уголовно-процессуальное законодательство содержит необходимые меры, предусматривающие особые гарантии обеспечения прав несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых, обязанности реализации которых возложены на представителях стороны обвинения в защиту суда. Обязанность недопущения возможного оговора соучастников преступления на следователя, призванного проверять обоснованность высказанных подозреваемым или обвиняемым показаний. В этой связи законодательное решение несовершеннолетнего возможность заключать соглашение о сотрудничестве, по мнению представителей Генеральной прокуратуры, существенно ограничивает права несовершеннолетних и входит в противоречие с частью 2 статьи 16 и частями 1 и 2 статьи 40 Конституции. Представитель Министерства юстиции Курманбаева отмечает следующее. Положение статьи 486 УПК не принимается во внимание, что потерпевшие, которым в соответствии со статьей 40 Конституции гарантируется такое право на судебную защиту, как и подозреваемым, который может выразить свое несогласие на применение процедуры заключения соглашений о признании вины. Таким образом, потерпевший, являющийся участником уголовно-процессуального судопроизводства, остается в дискриминирующем положении, что недопустимо, исходя из норм части 2 статьи 16 Конституции. Соглашение о сотрудничестве по преступлениям, где пострадавшей стороной является государство, представитель Министерства юстиции полагает, что согласие потерпевшего не требуется. Право на применение процедуры заключения соглашения о признании вины и о сотрудничестве не распространяется на несовершеннолетнего. Уголовное судопроизводство в отношении ребенка, которым является лицо, не достигшее 18 лет, имеет ряд ограничений, связанных с возрастом данного лица. К примеру, до судебного решения несовершеннолетний может быть подвергнут задержанию не более 24 часов. Сотрудник уполномоченного государственного органа по защите детей участвует в деле с момента фактического задержания несовершеннолетнего подозреваемого или с момента его первого допроса. Необходимость в особом отношении к несовершеннолетним была признана в Декларации прав ребенка, а также рассматривается во многих международных документах. Запрещение дискриминации четко определено в Конвенции о правах ребенка. Согласно статье 4, которой защита прав и интересов детей основывается в том числе на принципе недопустимости дискриминации детей и обеспечения права ребенка на выражение своего мнения при принятии решений, касающихся его судьбы. В связи с чем нераспространение права на заключение процессуальных соглашений о признании вины и сотрудничестве на несовершеннолетнего ввиду его возраста направлено на защиту прав и интересов несовершеннолетнего. При этом в Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрен институт выведения несовершеннолетнего из системы уголовного правосудия, применяемый при наличии совокупности следующих обстоятельств. Совершение впервые имения тяжкого преступления, несовершеннолетний подозреваемый ранее не имел судимости, несовершеннолетний не участвовал в программе по выведению его из системы уголовного правосудия и медиации, несовершеннолетний сознался в совершении преступления. С учетом изложенного, Курманбаева приходит к выводу, что оспариваемая норма не противоречит Конституции. Конституционная палата, обсудив доводы сторон, выслушав мнение иных лиц и исследовав материалы дела, пришла к следующим выводам. В соответствии с частью 4 статьи 19 Конституционного закона Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата выносит акты по предмету затронутого обращения лишь в отношении той части нормативно-правового акта, конституционность которой подвергается сомнению. Таким образом, предметом рассмотрения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики по данному делу является часть 3.4 статьи 487, части 2.3 статьи 488, часть 1 статьи 489, часть 3.4 статьи 491, часть 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса только в части, касающейся потерпевшего, прав потерпевших и прав несовершеннолетних. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года принят в соответствии с порядком, установленным законодательством, опубликован в газете «Алькинто» 15 февраля 2017 года за номерами 23-28, введен в действие с 1 января 2019 года в соответствии с законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 года номер 10, опубликован в газете «Алькинто» 31 января 2017 года за номером 9. Внесен в Государственный реестр нормативных правовых актов и является действующим. В соответствии с Конституцией в Кыргызской Республике гарантируются права и свободы человека как высшая ценность государства. Их непосредственное действие не отчуждаем и принадлежность каждому от рождения. Они определяют смысл содержания деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данное конституционное установление, как неоднократно отмечалось Конституционной палатой в своих решениях, означает, что неотъемлемым атрибутом первостепенной задачи правового государства является признание самоценности человека и защита его субъективных прав.
Они обязывают государство, как основного регулятора общественных отношений, построить такую правовую систему и создать такие правовые механизмы, чтобы наилучшим образом обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина. Основное назначение признания субъективных прав человека и гражданина со стороны государства заключается в том, чтобы гарантировать человеку возможность свободно определять свое поведение. Вместе с тем, свобода действий физического лица допустима в той мере, в какой им не может быть причинен вред другим физическим лицам, обществу, государству. Ввиду этого в отраслевом законодательстве устанавливается дозволение запретов, в пределах которых каждый свободен в выборе вариантов своего поведения. В целом, правовая система Кыргызской Республики предусматривает широкий спектр правоохранительных инструментов, в том числе различные формы юридической ответственности, а также строго очерченные процедуры, совокупность которых позволяет обеспечить соблюдение и охрану как основных прав и свобод человека и гражданина, так и интересов общества и государства. Одной из форм юридической ответственности ввиду высокой степени общественной опасности выступает уголовная ответственность, которая является правовым средством принудительного воздействия на лицо, совершившее преступление. Наступление уголовной ответственности влечет признание на основании приговора суда его виновности и ограничение его прав и свобод с тем, чтобы обеспечить защиту от преступных посягательств на конституционно значимые ценности. Уголовная ответственность является одним из способов реакции общества на противоправное поведение лица, совершившего преступление. И потому возникающие между государством и этим лицом правоотношения приобретают публично-частный характер. Такие правоотношения сопряжены и взаимными правами и обязанностями, которые регламентированы нормами материально-процессуального права. Материальное право определяет предмет непосредственно защиты личности, общества и государства от преступных посягательств посредством установления признаков уголовно наказуемых деяний и конкретной меры уголовно-правовой ответственности в зависимости от его квалификационных характеристик. При этом процессуальное право, как средство реализации материального права, регулирует условия и порядок применения уголовной ответственности к субъектам уголовного судопроизводства. Одним из условий вынесения справедливого наказания за совершенное преступление является дифференциация уголовной ответственности на законодательном уровне. Наряду со многими формами такой дифференциации, ведущая роль принадлежит институту разграничения преступлений на категории в зависимости от их тяжести. Данный уголовно-правовой институт является значимым, поскольку отнесение того или иного преступления к определенной категории влечет за собой широкий набор уголовно-правовых последствий, что в конечном итоге обеспечивает дифференциацию уголовной ответственности и индивидуализацию наказания. Подобная категоризация преступлений является естественной, позволяющей систематизировать правовые нормы уголовного закона. Это связано, с одной стороны, с гуманизацией уголовного закона в отношении лиц, совершивших незначительные преступления, с другой – ужесточением ответственности за рецидивную организованную преступность, характеризующимися особо опасными для общества последствиями. Менее тяжкие и тяжкие виды преступлений – это закрепленные в Уголовном кодексе категории преступлений, которые по своему содержанию, характеру, общественной опасности и по качественным параметрам близки друг к другу. Им присущ типичный, аналогичный или идентичный набор уголовно-правовых последствий их совершения. Разница между этими категориями сводится главным образом к количественным параметрам, степени общественной опасности и уровню влияния на объем уголовно-правовых обременений. В силу публичного характера уголовно-правовых отношений государство правомочно не только установить пределы уголовной ответственности, но и определить в законе процедуры, предусматривающие различные пути достижения цели правосудия, в том числе основания, позволяющие ему смягчить меру уголовной ответственности и упростить процедуру уголовного преследования. Законодатель в рамках указанного правомочия предусмотрел в УПК правовой институт процессуального соглашения, включающий в себя соглашение о признании вины, о сотрудничестве и о примирении. Соглашение о признании вины по своей правовой природе представляет собой процессуальный документ, закрепляющий достижение согласия между стороной обвинения и стороной защиты в вопросе уголовно-правовой квалификации деяния и размера наказания, когда государство гарантирует снижение размера наказания за совершенное менее тяжкое или тяжкое преступление ввиду признания подозреваемым обвиняемым своей вины. Основной целью заключения процессуального соглашения о признании вины является быстрое и полное раскрытие расследования преступлений и оперативное выполнение иных задач уголовного процесса путем ускоренного досудебного производства и осуществления судебного разбирательства дела в упрощенном порядке в соответствии с условиям заключенного соглашения при строгом соблюдении принципов законности, судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, презумпции невиновности и других основных начал уголовного процесса. Процессуальное соглашение о признании вины имеет целью скорейшего установления истины по совершенному преступлению, когда раскрываются причины, условия и иные обстоятельства произошедшего, изобличаются другие причастные к преступлению лица. Такое соглашение направлено на достижение процессуальной экономии, заключающейся в уменьшении затрат времени, сил и средств государства, органов следствия, прокуратуры, суда и участников уголовного судопроизводства. Однако при этом с государства при использовании
такого правового инструмента, как соглашение о признании вины, не снимается обязанность обеспечить равные условия и возможности реализации процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого с одной стороны и потерпевшего с другой, а также выполнение других общезначимых конституционных установок. Правоприменительные органы при применении института процессуальных соглашений связаны с требованием Конституции, предопределяющим обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и интересы пострадавших от преступных посягательств. Реализация правового института процессуальных соглашений с подозреваемым, обвиняемым не должна быть связана с лишением потерпевшего его конституционного права на судебную защиту и восстановлением нарушенных правах и интересах. Ни объем, ни степень гарантированности потерпевшим указанных прав не могут зависеть от того, было ли государством реализовано его правомочия по осуществлению уголовного преследования. Иное приводило бы к нарушению не только закрепленного в пункте 8 части 5 статьи 20, части 1 статьи 40 Конституции права потерпевшего на обеспечение ему государством доступа к правосудию, но и провозглашенную в части 3 статьи 16 Конституции принципа равенства всех перед законом и судом. Кроме того, как следует из частей 1.3 статьи 26 Конституции, каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлено вступившим законом в силу судебным решением. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания совершения преступления. То есть признание вины обвиняемым не может быть положено в основу приговора и должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами, как этого требует часть 4 статьи 491 УПК. Таким образом, государство, устанавливая возможность смягчения наказания посредством введения института процессуальных соглашений, связано необходимостью обеспечить гарантии защиты прав и интересов потерпевших, а также достижения целей правосудия, соблюдения принципов презумпции невиновности и неотвратимости наказания. Законодатель, предусматривая в уголовно-процессуальном законодательстве институт процессуальных соглашений, установил принцип диспозитивности при их заключении. В соответствии с частью 3 статьи 487 УПК установлена лишь возможность заключения соглашения о признании вины при соблюдении определенных условий. Согласно части 1 статьи 488 УПК, прокурор вправе как удовлетворить, так и отказать в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о признании вины. При этом основания, предусмотренные частью 4 статьи 487 УПК, исключая возможность заключения соглашения о признании вины, ни в коей мере не могут рассматриваться в качестве исчерпывающих оснований для отказа прокурором в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о признании вины. Указанные основания не могут ограничивать прокурора в объективной оценке обстоятельств каждого конкретного дела и выявление других причин для отказа в удовлетворении ходатайства о заключении такого соглашения. Тем самым прокурору отводится ключевая роль в реализации института процессуальных соглашений и возлагается важная функция по оценке всех обстоятельств по делу и учету, прежде всего, интересов потерпевшего от преступного посягательства в соотношении с публичными интересами, обеспечению принципов презумпции невиновности и неотвратимости наказания. Таким образом, прокурор при принятии решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о признании вины обязан исходить из того, насколько в каждом конкретном случае есть необходимость заключения такого соглашения. Потерпевший не может предопределять пределы и объем возлагаемой на виновное лицо уголовной ответственности. Такое право в силу значительного преобладания публичного характера уголовной ответственности может принадлежать только государству в лице его уполномоченных органов. В этой связи отсутствие требования получения согласия потерпевшего для заключения соглашения о признании вины не может рассматриваться как нарушение конституционного права потерпевшего на судебную защиту, недискриминацию, непринуждение к выражению своего мнения или отказу от него. Обращаясь, сторона полагает, что оспариваемая норма пункта 1 части 3 статьи 487, части 5 статьи 492 УПК нарушает принцип недискриминации по признаку возраста, установленный частью 2 статьи 16. Согласно правовой позиции Конституционной палаты, конституционный принцип недискриминации предполагает запрет на различные обращения, носящие необоснованный характер. Соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которая не имеет объективного и разумного оправдания.
Решение от 11 мая 2016 года. Однако неприменение в отношении несовершеннолетних оспариваемых норм не образует каких-либо форм дискриминации, так как нормы международного права предполагают такие правовые подходы к привлечению к уголовной ответственности данной категории лиц, которые обеспечивали бы защиту их интересов наилучшим образом. Так, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, государство-участника признает право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое виновного в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других, и при котором учитывается возраст ребенка и желательно содействие его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе. В этих целях, принимая во внимание соответствующие положения международных документов, государства-участники в частности обеспечивают, чтобы каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере гарантию свободы от принуждения к даче свидетельских показаний или признания вины. Учитывая, что в соответствии с частью 3 статьи 6 Конституции обозначенные нормы Конвенции о правах ребенка являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики, лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть участниками или сторонами соглашения о признании вины, равно как и соглашения о сотрудничестве. В связи с этим нормативное положение части 5 статьи 492 УПК, предусматривающее запрет на заключение процессуального соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетними, не может рассматриваться как нарушающий конституционный принцип равенства или гарантию запрета на дискриминацию граждан по признаку возраста. Принимая во внимание требования международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, законодатель предусмотрел особый порядок уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, существенно облегчающий санкционную часть уголовной ответственности в отношении данной категории лиц, а также расширил возможность применения в их отношении правовых инструментов превентивно-воспитательного характера. В частности, УПК предоставляет следователю возможность прекратить досудебное производство посредством выведения несовершеннолетнего из системы уголовного правосудия, а также налагает на суд обязательства при постановлении приговора рассмотреть возможность освобождения от наказания с применением пробационного надзора, принудительных мер воспитательного характера или назначения наказания без лишения свободы. В ходе уголовного процесса к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым по сравнению с совершеннолетними предусматривается более мягкие процедуры из числа мер государственного принуждения. Так, к ним применяется более короткий срок задержания – 24 часа, законность и обоснованность которого должна быть разрешена до течения 21 часа. При этом Уголовный кодекс признает совершение преступления несовершеннолетним одним из обстоятельств, смягчающим наказание, в связи с чем этим лицам назначается более сокращенное наказание в каждой из его категорий, таких как общественная работа, исправительная работа, штраф, а также предусматривается более короткий срок для освобождения от отбывания наказания по болезни. Принудительные меры воспитательного характера и особенности наказания, применяемых к несовершеннолетним, отдельно регламентированы главами 17-18 УК. Таким образом, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство предусматривает в отношении несовершеннолетних особый порядок уголовного судопроизводства и применение облегченных мер уголовного наказания предоставляет возможность несовершеннолетним получить не меньшие преференции, нежели чем при заключении процессуальных соглашений. При этом признание вины, а также сотрудничество со следствием непременно учитывается при определении меры наказания. Исходя из необходимости обеспечения наилучших интересов ребенка, как этого требует часть 5 статьи 16 Конституции, немаловажным обстоятельством является осуществление полноценного досудебного исследования и судебного разбирательства преступлений, совершенных несовершеннолетними. При общем порядке рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних сохраняется возможность использования процессуального права на обжалование судебных актов и повторное рассмотрение дела вышестоящим судом. Вместе с тем, Конституционная палата отмечает, что установление такого правового регулирования привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности не препятствует законодателю включить их категории лиц, с которыми могут заключаться процессуальные соглашения, при условии введения правовых механизмов, наилучшим образом учитывающих интересы несовершеннолетних. На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 6, частями 8 и 9 статьи 97 Конституции, статьями 46, 47, 48, 51 и 52 Конституционного закона Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата решила: первое. Признать части 3.4 статьи 487, части 2.3 статьи 488, часть 1 статьи 489, части 3.4 статьи 491, часть 5 статьи 492 УПК, не противоречащими части 2 статьи 16, части 3 статьи 31, частям 1-2 статьи 40 Конституции.
Второе. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Третье. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических, физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Четвертое. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционной палаты и в Вестнике Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской республики. Решение сторона понятно? Заседание суда объявляется закрытым.